Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. В Москве прошел региональный финал конкурса Татар-Каза-2020. Вообще, на сегодня конкурс Татар-Каза– это одно из важных и знаковых событий татарского мира в России. Но в этом московском конкурсе Татар-Каза что-то не так. Смотрите, девушки-татарки должны хорошо знать стихи, исполнять танцевальные номера, продефилировать в вечерних нарядах. На конкурс в Москве заявилось 8 участниц. Всем предстояло показать не только то, какие они красавицы, но и знания татарского языка. Что самое важное для конкурсанток? Музыкальный драйв, нежные девичьи голоса, известные мелодии. Все 8 конкурсанток конкурса Татар-КЗ сумели показать в этот вечер свои умения. Самое главное, что они сохранили татарские обычаи, татарские песни, и это очень хорошо. И татарский язык они знают хорошо. Звание Татар-КЗ в Москве получила студентка МГУ, играющая в свободное время на курае, Дина Абдуллина. А звание Татар-КЗ Московской области получила студентка Гульмарьям Смирнова. Что не так с результатами конкурса? А вот взгляните на новостной заголовок. Как видите, Дина Абдуллина переехала в Москву из Кукмурского района Татарстана, а Гульмарьям Смирнова из Мамадыша. А что, в Москве и в Московской области своих московских татарочек уже не осталось? По последней переписи населения в Москве и в Московской области проживает более 200 тысяч татар. Ну и где все они? Кстати говоря, мы разыскали этого Равиля Гайсина в соцсетях и прочитали у него пост, полный возмущения и боли, что московские татарки утрачивают свой родной язык. Во-первых, Гайсин прямо обвиняет организаторов конкурса, то есть полномочное представительство Татарстана в Москве, что они не смогли найти уроженок Москвы, знающих татарский язык. Во-вторых, проблема знания татарского языка татарами сегодня понятная и у всех на слуху. Как проблему-то будем решать? Равиль Гайсин предлагает татарам поучиться у евреев. У евреев в деле сохранения своего народа нет сомнения в выборе. Надо ли потратить деньги на концерт и еду в Доме музыки Москвы, или не тратить деньги на дорогую аренду Дома музыки, а использовать эти деньги на открытие и оплату труда преподавательских школ, обучение родному языку детей столицы. Евреи заплатят за оба мероприятия. У татар пока каждый год идет оплата песен, плясок и еды в Доме музыки Москвы. Равиль Гайсин. И вообще, Гайсин предлагает сократить 50 человек из татарского полпредства в Москве и отдать их зарплату учителям татарского языка в разных районах Москвы. Друзья, а давайте действительно подумаем, как можно сохранить татарский язык у татар за пределами Татарстана. Лето 2020 года еще не закончилось, но уже можно смело говорить, что это лето было богатым на разборки между мусульманскими деятелями России. Сразу у двух верховных муфтиев России нашлись региональные муфтии, которые решили больше им не подчиняться. Мы говорим об истории, когда муфтий Ивановской области Фарид Ляпин решил выйти из подчинения верховного муфтия Равиля Гайнуддина и Духовное управление мусульман России. А буквально несколькими днями ранее муфтий Мордовии Зяки Айзатуллин инициировал процесс выхода из состава Центрального духовного управления мусульман России и из подчинения муфтия Талгата Таджуддина. Честно говоря, сегодня в России очень сложно разобраться в формах и способах объединения мусульманских общин и исламских организаций. Эксперты и аналитики современной мусульманской жизни в России все эти выяснения отношений между муфтиятами называют не иначе как расколом. Но такую позицию ведь обычно озвучивают те, кто явно или не очень связаны с этими федеральными исламскими структурами, муфтиятами. А сами так называемые откалывающиеся муфтияты говорят, что муфтият Ивановской области, что муфтий Мордовии,
что их действия на самом деле это обретение самостоятельности. Ну а мы, будучи немного в стороне, все-таки нас больше интересует татарский мир, а не мусульманский, однозначно видим, что перед нами конфликт интересов. Вообще, в конфликте противостоящих сторон упоминается очень много любопытных сюжетов. Представители муфтия Равиля Гайнуддина, критикуя демарш Фарита Ляпина в его Ивановской области, говорят, что он был очень давним и близким соратником верховного муфтия, что федеральный муфтият помогал деньгами мечетям в Ивановской области. А в ответ Фарид Ляпин говорит, что не такой уж и значимый был вклад федерального муфтията в ивановские мечети, что спонсоры на исламские его проекты находились и другими способами, а не только через Думу РФ. В истории же муфтията Талгата Таджуддина можно обнаружить, например, весьма давнюю усталость региональных муфтиев, находящихся под его юрисдикцией. А устали они от его очень экстравагантного поведения. До сих пор не могут забыть, как Талгат Таджуддин целовал руку патриарху Кириллу. А интернет помнит многое. И в связи с 60-летием со дня рождения председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Сафич Таджуддин награждается орденом Русской Православной Церкви святаго благоверного князя Даниила Московского второй степени. Примите глубочайшую благодарность за ваше служение России. Позвольте я. Кстати, поисковый запрос «Талгат Таджуддин целует руку патриарху Кириллу» входит в десятку наиболее актуальных и популярных запросов в Яндексе. Впрочем, люди также интересуются, а не принял ли Таджуддин вообще христианство. Известно, что у мордовского муфтия Зяки Айзатуллина очень серьезные проблемы с силовиками. У него дома были обнаружены книги из списка запрещенной литературы в России. Некоторых родственников Айзатуллина обвинили в причастности к запрещенной в России религиозной организации. Очевидно, что Айзатуллину с такой конфликтной историей оставаться муфтием было уже бессмысленно. Как нам стало известно, Айзатуллин отправился к Таджуддину и представил 3 возможные кандидатуры на пост муфтия Мордовии. Все 3 – это заместители Айзатуллина, но Талгат Таджуддин все 3 кандидатуры отверг, предложив своего человека. Это и стало причиной для конфликта между Цдумом и мордовским муфтиятом. А что значат все эти межмуфтиятские разборки для простых мусульман, в том числе и для татар Мордовии и Ивановской области? Ну, хорошего настроения однозначно не прибавится. Ведь простому мусульманину нужен авторитетный муфтий, защита его права на исповедание своей религии и спокойствие. Неужели так сложно этого достичь? Воздержимся от оценок, кто прав, а кто виноват в этих конфликтах. Пожелаем татарам, мусульманам мира и добра. Башкирский Шихан Куштау будет жить. И это очень хорошая новость для граждан России, кому не безразлична природная красота страны. Мы очень внимательно следили за переговорными процессами, которые были в Башкирии вокруг Куштау. В итоге, вот что сказал глава Башкирии Ради Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау 21 августа. Я тогда направляю документы, и вернее мы подготовили же полный пакет на то, чтобы Куштау придать статус особо охраняемой территории. Потому что эту историю с Куштау надо закрывать, она закрыта. В моем понимании, разработка ее невозможна. 4 сентября я направляю документы, мы их подготовили, уже полный пакет документов, на, соответственно, присвоение Куштау статуса особо охраняемой природной территории. Мы, в принципе, акционерам СОДы предложили, учитывая то обстоятельство, что они демонстрируют неготовность работать в новых реалиях, по сути, без Куштау. И надо, на самом деле, спасать Куштау, вернее, спасать СОДу как предприятие. Мы им предложили все-таки
чтобы мы выкупили у них контрольные пакеты. Как вы понимаете, защитники горы отстояли гору Куштау. Разрабатываться она башкирской содовой компанией не будет. Более того, она станет природоохранным памятником вместе с шиханами Торатау и Юрактау. Но к этому судьбоносному решению все заинтересованные стороны, а именно шихановцы, то есть защитники Куштау, власти Башкирии и компания Башсода, шли непростым путем. Первые переговоры между главой республики Радием Хабировым и защитниками Куштау были 17 августа. Мягко говоря, эта встреча была обставлена не очень хорошо. Во-первых, Хабиров четко указал, с кем будет из числа защитников горы вести диалог, а с кем нет. За бортом переговоров в этот день остались, пожалуй, наиболее активные защитники горы и те, кто представляет ликвидированную организацию Башкорт. А во-вторых, отметим, что на этой встрече Хабиров сказал некоторые слова, которые, наверное, ему все же не стоило говорить. А что это значит для вас? Знаете как, я сейчас поясню. У меня нету, я честно вам скажу, у меня нету такого вот сакрального отношения к этой горе. Очень красивое место, я там тоже, кстати, недалеко родился. Так? Для меня сакральное значение Таратау, и я был готов положить билет любой свой, что если кто-то меня, значит, на Таратау. Вот. А Куштау мне казалось, подчеркиваю, что это красивая гора, не более того. Как это всего лишь красивая гора? Ну, зачем вы так, Ради Фаритович? Между прочим, это самый крупный шихан из оставшихся в живых. Юрактау и Таратау заметно уступают по своим размерам Куштау. Да и само название переводится как «парная гора», «сдвоенная гора». В-третьих, на встрече 17 августа Хабиров не обмолвился ни словечком, что его предшественник Рустем Хамитов в свое время уже раскусил кое-какие манипуляции, которые проводила Башсода. Возникает вопрос, где взять сырье? Вы знаете о том, что на сегодняшний день существует такая точка зрения, что кроме Таратау другого источника сырья для башкирской содовой компании нет. Я хочу сказать, что это неправда. Более того, последние полгода наше министерство, по моему поручению, занимаются детальным изучением ситуации по обеспечению сырьем башкирской содовой компании. Дело в том, что известняк – это широко распространенный минерал на территории Республики Башкортостан. Его очень много. Его не сотни миллионов, его миллиарды тонн. Но для химической промышленности нужен чистый известняк, который содержит мало примесей. Примесей так называемых. Во время поисков известняка геологов ориентировали на то, что надо найти вот прямо исключительно чистый известняк. С содержанием примесей, те, о которых я сказал, меньше 1%. Но в то же время все почему-то забывали, что месторождение Шахтау, которое сегодня используется в качестве сырья для башкирской содовой компании, является далеко не идеальным с точки зрения содержания этих примесей. И оно имеет всего лишь вторую категорию по чистоте известняков. Геологов ориентировали на поиск сырья сверхчистого, а в производстве в это время использовали сырье, скажем так, второй категории, не первой, а ориентировали на первую категорию, а сами использовали вторую категорию. Вот это противоречие было замечено буквально недавно. После встречи 17 августа последовала серия записей видеоинтервью редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова с одним из лидеров защитников Куштау Уралом Байбулатовым, с главой республики Радием Хабировым и гендиректором Башсоды Эдуардом Давыдовым. В принципе, после того, как Ради Хабиров озвучил, что республика будет возвращать себе ранее проданную Башсоду, будет выкупать акции компании, то, что там сказал его гендиректор Давыдов, нас уже не интересует, да и вообще никакой роли не играет. Но мы обратили внимание на интервью с Уралом Байбулатовым.
Оцените, как он описывает состав защитников горы Куштау. А это люди из окрестных населенных пунктов или со всей республики Со всей приехали? республики. Со всей республики. А кто-то То, что- как-то помогали друг другу, подвозили друг друга, или люди вот Да, сами? да, у нас народ очень гостеприимный. Башкортостан — это такая земля. Тут независимо от национальности все становятся гостеприимными. Как в Кавказе. Как на Кавказе. Среди нас были, надо отдать должное. Ну, естественно, мы башкиры, государствообразующий народ республики. Потом за нами стояли братья русские, братья, насколько я знаю, были чеченцы. Но там их немного было. Потом татары были, чуваши были, с Нефтекамска приехали мордвинцы. И вот этот многонациональный народ, который неравнодушный, мы отстояли гору. То есть перечисляет главные народы, которые участвовали в защите горы. Конечно, русские являются братьями для всех народов в России. А кто более близок к башкирам после русских? Чеченцы? То есть Урал Байбулатов ставит на 4-е место татар Башкортостана и вообще весь татарский народ? А что чеченцы прям так вот сильно сделали для защиты горы, для поддержки башкир? Допустим, мы очень плохо разбираемся в ситуации. Тогда, может, нам, татарам, назовут каких-нибудь чеченских артистов, может быть, каких-нибудь других авторитетных людей, которые публично выразили свою поддержку в защите Куштау. Ведь татарские артисты и татарские авторитеты выразили свою поддержку защитникам горы. Татары, согласитесь, что после таких слов Байбулатова остается какой-то горький осадочек, который трудно забыть. Вторая встреча с защитниками Куштау прошла 22 августа. Она была, наверное, самой скоротечной. Шахановцы решили показать свой характер. Они попросили Ради Хабирова сесть за стол переговоров друг против друга. Логично, что Ради Хабиров отказался от такого предложения. Затем они встали напротив него и зачитали свой манифест. Манифест защитников Куштау. Мы, многонациональный народ Башкортостана, соединенные общей судьбой на своей земле, встали на защиту Шихана Куштау. Согласно договоренностям, достигнутым на горе 16 августа 2020 года, мы сформировали Координационный совет защитников Куштау и направили своих делегатов на встречу с главой республики, чтобы передать наши требования. Мы требуем создать особо охраняемую природную территорию с категорией памятник природы регионального значения на землях Куштау и с категорией национальный парк на землях всех шиханов. После зачитывания манифеста защитники удалились из зала переговоров с Радием Хабировым. Манифест Байбулатов зачитал на башкирском и на русском языках. Ну а значительная треть Башкортостана в лице татар осталась без внимания. Их родной язык, как мы понимаем, защитникам Куштау безразличен. Защитники не остались далее на переговорах. Более того, Ради Хабиров даже предложил коалиционному совещанию или координационному совещанию, неважно, институализироваться. Я просто хотел уточнить, значит, на горе, это было ваше предложение, прозвучала фраза «коалиционное совещание». Я не очень понимаю, вот здесь вот этого не было. Что с коалиционным совещанием в вашем понимании? Урал Шамильевич, можете там мне сказать? Ради Фаритович, мы свои требования, свои пожелания изложили на бумаге и только что передали вам. То есть я правильно понимаю, что коалиционное совещание вы собирать не хотите? Координационное совещание можно созвать, но до этого мы в течение нескольких лет, наши ученые, наши эксперты, вы всех их знаете, давно уже аргументировали и обосновали то, что Куштау никак не может рассматриваться как источник сырья. А почему бы из защитников Куштау не сформировать консультационно-попечительский орган, который бы участвовал в деле развития и сохранения башкирских шахан? Например, почему бы не поучаствовать в создании каких-нибудь туристических проектов, связанных с этими горами? Другой момент, который защитники Куштау, к нашему сожалению, напрочь проигнорировали на встрече 21 августа. Это судьба Башсоды. Неужели так трудно было обозначить свою
позицию по проекту Хабирова выкупить обратно содовую компанию. У нас у самих, например, есть такие вопросы к главе Башкирии. Во-первых, что насчет альтернативных источников сырья? Уже определились? Во-вторых, за счет каких денег Башкортостан будет выкупать контрольный пакет акций Башсоды? По разным оценкам это ни много ни мало, вообще-то 40-55 миллиардов рублей. В-третьих, насколько может подорожать конечный продукт, то есть пищевая сода? Наверное, вы зададитесь вопросом, с чего это вдруг мы задаемся этими вопросами? Все просто. Татары в Башкортостане, как и башкиры, являются тоже государствообразующим народом республики. Татары тоже приложили усилия к созданию Башкирской республики более 100 лет тому назад. И мы уверены, что татары были тоже в числе защитников Куштау. И мы уверены, что татары есть и среди работников Башсоды. Поэтому судьба каждого татарина нам не безразлична.